Всем бай-балалай! Почему наши видео выходят сейчас так регулярно? Потому что у нас появился партнер, это приложение Most. Что такое Most? Most — это большое приложение, в котором есть все от покупки билетов до покупки квартиры. Там же собран marketplace, в котором есть очень много магазинов, в котором в Мосте есть уникальные скидки. То есть, если вы хотите что-то купить дешевле и найти какой-то классный промокод, то вы скачиваете приложение Most, и вам там все будет ясно. Скачивайте приложение Most по ссылке в описании. Бро, смешно. Якутск Ньюс. Лучшее из якутского интернета. Так, дорогие друзья, сегодня у меня в гостях, как говорит Википедия, смотри, видный представитель якутского кино, режиссер, продюсер Степан Бурнашов. Мы в студии «Просвет», так что если у вас есть идея записать с кем-то подкаст или просто вот как я поговорить с человеком, то приходите сюда, пишите в «Просвет», ссылку мы оставим внизу. Просвет, чё вру-то я, какой просвет, про-лайф, все. Так, смотри, я хочу поговорить про кино. Как давно ты вообще в кино, в якутском кино? С какого года? Ну, самый первый любительский я снял в 2009 году с родным братом. Это была молодежная комедия на русском языке с ребятами, которые говорили с акцентом на русском языке, да. Но мы просто в то время решили, да, почему все фильмы снимаются на якутском, а давай попробуем на русском. Ну, получился очень любительский фильм, я его выпустил в 2010-м. Его показывали в одном кинотеатре в малом зале Центрального. То есть в целом я его посмотреть где-то могу сейчас, да? Там в Ютубе где-то кто-то выложит. Вот. Называется «Мечтать не вредно, а бетер хахтыр хатчи», да? Я раньше этого фильма очень стеснялся. А потом, сейчас я, наоборот, этому фильму очень благодарен. Благодаря ему я решил больше кино не заниматься никогда в жизни. Но, и многое понял, да, что для того, чтобы снимать, много нужно работать, много нужно знать и так далее. То есть ты снимал, у тебя уже была какая-то насмотренность вообще? Ну, то есть, может, любимые режиссеры к этому времени у тебя сложились? Любимый кадр? Я просто с детства очень люблю смотреть кино. Вообще, априори, я очень любитель, я вообще очень много всего посмотрел за жизнь, да, и к тому времени, да, у меня очень большая была насмотренность, и вот эта насмотренность, естественно, где-то помогает, да, а так, чтобы я именно основывался на работах других режиссеров, у меня вот такого, к счастью или к сожалению, нету. Потому что я раньше всегда, когда снимал, думал, так, я вот эту сцену можно снять так в том фильме, этот можно вот так. Возьмем вот этот кадр, давай вот так же. А потом, когда снимал, я об этом забывал и, все время снимал по-своему, а потом понял, что раз не получается основываться на других работах, да, и лучше уж и изобретать самому. Ну да, но я вообще я не вижу вообще в этом ничего зазорного, потому что нет, культура это же все равно, когда ты что-то много-много берешь, и у тебя вот из этого всего много-много, у тебя как бы вот из-за твоей насмотренности образуется что-то новое, и так друг за другом все идет. Просто вдруг молодые какие-то режиссеры, парни сейчас. Нет, естественно, все равно там на подсознательном уровне и так далее, что-то все равно я заимствую, да, но именно вот осознанно я не умею копировать. Я знаю режиссеров, которые это умеют, и это... Ну, даже есть такой жанр адаптации, да? Неплохо, да. Это если ты по-своему умеешь копировать гениальные там кадры, сцены, то почему бы и нет?
В этом ничего зазорного я не вижу. Ну, просто у меня такой способности нету, отсутствует это. Ну да, но копировать тоже надо с умом, на самом деле, Да. это правильно. А у меня вопрос тебе такой, а у тебя какой вот топ есть какой-то? Ты вообще ранжируешь у себя, ну вот, библиотека твоя? Ну, и я раньше ранжировал, да, я по старым ощущениям там могу назвать несколько фильмов, но сейчас у меня это все размыто. Для меня любимый режиссер это режиссер, который снимает хорошее кино. А вообще не важно, как Да. просто Ну хороший. вот, раньше у меня был список лет 10 тому назад, и там у меня Клинт Иствуд там с малышкой на миллион, да, Джеймс Кэмерон, Терминатор, вторая часть, Алехандро Иньярриту, Бёрдманом, да, Данелия Мимино. А, ну, то есть у тебя вообще из всех сфер, и получается вообще разножанровое кино вот это получается у тебя, Да. по разным жанрам. Да. Сейчас какой последний фильм посмотрел, который понравился, может быть? Который понравился. Да, не самый лучший, конечно, но который Нет, прям зацепил. И я в последнее время там в поездках, в самолетах больше пересматриваю. Вот я пару дней тому назад у меня была свободная минутка, я пересмотрел «Олдбой», да. А так, блин, вот не вспомню, что из мне понравилось. Ну, что сейчас выходило там? Опенгеймера, там, Барби какие-нибудь. Ну, к такое сожалению, массовое кино не смотришь? Ну, их еще я не смотрел, к сожалению, потому что времени сходить в кино. А ну вот про Кэмерона «Аватар» 2 выходил. Тоже не смотрел. Ну вот, я уважаю работы Джеймса Кэмерона, но «Аватар» чуть-чуть... Первый тебе не понравился, да? Ну, он понравился, но не так, чтобы заявить, что это гениальное кино и так далее. Да, вот «Терминатор» вторая Ну да, да. часть, это пособие, как снимать хорошее кино. Да. Смотри, я посмотрел фильм «Эд». То есть я такой... Потом мне сказали обязательно... Я посмотрел фильм «Эд», а я про «Ит». Я начал... «Айту» смотрел? Что-то... Потом я «Эд» посмотрел. Мне сказали, обязательно «Ит» надо посмотреть. Я «Ит» вот прям сегодня посмотрел, с утра посмотрел, все глянул. Ну смотри, «Эд» мне очень понравился, потому что там так много непрофессиональных актеров, ну, то есть вообще, которые даже у тебя... Ну, то есть у тебя есть уже свои актеры, как я понял, которых именно в твоих фильмах снимаются, да? Ну, не всегда. У меня... Но это из-за того, что я не делаю в основном кастинги, да, у меня сценарий, я уже подбираю под персонажей актеров. А, то есть ты уже знаешь, кого ты пригласишь на роль. Да, ну вот, когда у меня написан, да, я уже из тех, кого я знаю, ну, я много кого знаю на самом деле, и не только из актеров, да, я вот приглашаю. Это у нас подход был разный, мы искали... Ну, у нас же там очень много персонажей, да? А как вы вот с Дмитрием поделились? То есть, или вы вместе, каждую историю вы вместе продумывали, и каждую историю вы вместе снимали? Или ты там одну историю, он вторую? Да-да-да, вот мы со времен в 2020 году решили именно вот этот альманах, особенность будет, что мы поделимся. Он пишет свои истории, я пишу свои, и снимаем, соответственно, свои. О, прикольно. Там же не показано, чья эта история. То есть... Мы специально не говорим, кто что снимал, и в работе друг другу не мешаем, а просто помогаем. И это, на мой взгляд, очень такой здравый подход. Ну, это здравый подход. Но я вот, смотри, я не сильно небольшой фанат, как называется это? Как-то новелл, да? Это новеллы же называются. Да, я вот монах, со времен елок я вот такое не люблю, потому что я считаю, что это
как будто вот вид, то есть, типа, каждая история, и она такая, ну, как такие... Было много задумок фильмов, и мы такие, типа, ну ладно, сделаем много коротких историй, типа. Но вот в это вы все это связали. То есть там, типа, есть... ты там есть... то есть вы завязываетесь, что это фильм, снимаете фильм, и в конце вы развязываетесь, что вы что фильм снимаете. Ну и, не знаю, или это мой личный подход. Может, режиссер это по-другому относится к «Альманаху». Ну вот, Объясни. как ни странно, я слышал обратное мнение, да, кто-то говорил, что это очень связанные истории, а это нет, да, но тут просто важно понимать именно по названию раз, да, по смыслу, и по тому, где эти истории, да, это деревенские, Да, это все в одной деревне, как я понял, там почти. общечеловеческие Да. истории, тоже, ну, в контексте деревни, Да, да. да, а это в контексте города, но по большому счету это обычные человеческие истории. Да, если взять, что это отдельно, я вообще не спорю, что отдельные человеческие истории. Но мне в это понравилось, что множество вот актеров, которые супер, ну, типа Гоша снимался там, Джида. Да. Вот он очень круто сыграл. Я не думал, что он очень крутой актер. Ну, прям хорошо сыграл, невероятно хорошо. И эта история, это она заключительная, кстати, была. Мгм. Заключительная история в фильме, она была вот действительно. Он еще у тебя показан, новинки, я вот «Ит» смотрел, он в жанре комедии, типа. Вот, допустим, когда я «Ит» смотрел, там я не заметил, для меня это ничего не комедия, вот вообще это все драма, которая была в моей деревне. А вот «Эд», вот там вот, допустим, вот с Джидой, с Гошей история, это комедия, 100%. Потом там вот интересная история была с девушкой, которая... Ну, я буду общие черты, спойлерить не буду вам, короче. Что вот как соседка сверху, Мгм. вот соседка сверху. Ну, вот она была как-то... Ну, мне она не сильно понравилась, как это... То есть она как будто контрастировала с актером, который вот... То есть он был сильнее ее или что, или как-то... Как вот ты подбирал вот всех этих актеров? Так, по историям, опять же, я не хочу раскрывать, кто да, снимал? кто что снимал, но скажу, что там подбор был разный, да, где-то мы подбирали, где-то мы мини-кастинги по телефону, да, в основном делали, то бишь люди отправляли видеовизитки, фотографии, мы смотрели на типажи и так далее, и приглашали некоторых на встречу, на пробу. Пробовали, снимали какие-то отрезки, да, и если вот понимали, что актер или там не актер, который пришел, подходит, мы утверждали. Если нет, то искали дальше. И у нас очень много, ну, таких случайных историй было, да, вот, например, актриса, которая играла маму в «Доноре», она случайно вышла из квартиры в магазин за продуктами, да, и по итогу получила роль, да, она встретила исполнительного продюсера, которая искала квартиру, где бы мы снимали. И просто нас спросила, вы в этом доме живете там, и познакомились, потом она показала свою квартиру, и по итогу она очень подходила по типажу, мне отправили фотографию, мы ее пригласили и утвердили, да, по итогу она сама у нас снялась, ее квартира тоже принимала участие. Это как Джейсона Стейтема нашел. Такая же, он продавал ковры там или что. А какие еще такие истории были, где, ну вот прям неожиданно вы нашли актера или актер нашел вас? Были такие у тебя случаи? Не, ну, мне писали в соцсети, да, и через соцсети там и в это у нас есть несколько актеров, которые именно пришли из соцсетей. Ага. Они писали, и мы как раз искали актеров. Я говорил им отправить видеовизитки, они отправляли, мы рассматривали, и по итогу они получали роль. Но это не всех касается, много кто
пишет, но там же есть понятие там персонажа, который бы подходил там по характеру, или там ты увидел внешность, которая ложится на персонажа и так далее. Ну, много всяких нюансов, случайностей. И ну вот это было достаточно таких случайностей. И даже вот истории, которые мы рассказывали, да, актерам, они некоторые очень сильно откликались по их жизненным историям. Ну, да. Ну, мне только одна история в это не понравилась. Это история про обмен валют. Ну, вот она какая-то такая, как будто бы... Может быть, нет, стоп, может быть, она не актуальна на данный момент, и поэтому я считаю, что она как будто просто была актуальна в момент съемок, и такой, ну, какая-то она, как будто слишком попсовая, как будто ну, чисто вот для меня. А остальное все было очень, типа, сдержанно, прикольно, даже запутанно, маленько и страшно. И я могу объяснить вот по обмен валют. Это просто оболочка, да, обмен валют. Это же именно история о большой проблеме нашего общества, в частности, и республики, да, где сейчас многие ждут денег с небес. Ну да, метафоричность. Да, вот, да, вот я знаю очень много людей, которые вот хотят здесь и сейчас там быстро заработать Ну, в моменте, да. денег, но на самом деле нужно понимать одно: если работаешь, ну вот есть пословица: тот, кто работает, тот и ест, да. Но если ты будешь балду пинать и искать такие выходы, ты попадешься к мошенникам, что повально у нас происходит, к сожалению, да. По уже статистика этого неполного года говорит, что из нашей республики мошенникам отправили свыше 370 миллионов рублей. Да, да. И в основном бабушки почему-то отправляют тоже. Нет, там и молодые студенты. Прикинь, студенты умудряются там брать быстрые займы там всякие, да, и отправлять до 500 тысяч рублей. Это же ужас. Это ужас. Но тут у нас проблема на самом деле еще, что якутский народ, он такой азартный. То есть у нас же лотереи, очень Да. развито вот такое. Я официально заявляю, я эти розыгрыши очень сильно не люблю, да, потому что я считаю, что... Ну, это же, если взять так, да, глобально подумать, это схема пирамиды, да. Это и есть пирамида? Да, Ну, то есть вот. тебе дают какой-то шанс? и- Просто один уровень этой пирамиды. Ну, бывает вот наподобие Макси Райса, где пирамида увеличивается. Друг за другом, да, растет. А тут просто розыгрыш — это одноуровневая пирамида. Все скидываются на организатора. Ну, это же что-то национальное, как будто это, знаешь, ну, вот посмотри ты лотерея, не каждый год, вот сейчас снова будет, я так думаю, Да. железно, к Новому году будет какая-то невероятная, огромная лотерея, и все будут в ней участвовать, это будет крутить по национальному телевидению, и я не знаю, что это. Вот это вот история для новеллы, где люди все почему-то участвуют в какой-то пирамиде. У меня бабушка берет, бабушка живет не здесь, ей вообще это не нужно, но она берет шанс, тратит 1000 рублей, то есть шанс 1 на миллион, и я думаю, что точно она не выиграет, но вот железно не выиграет, но они на что-то надеются постоянно, и не знаю зачем. Ну, к сожалению, вот это общество, да, потребительство у нас такое. Ищем счастье, где ее на самом деле, возможно, и нет. Да. В деньгах счастье очень правильно в свое время озвучили такую мысль. Ну, видишь, не в деньгах счастье, но у нас же общество капиталистическое. Ты уже никак не перевоспитаешь. Нет, это не капиталистическое, а именно вот отношение потребительское общество. Ну, да, потребительское. у нас, да, потому что о каком капиталистическом строе можно думать, если мы покупаем билеты на розыгрыш, да, это совсем другое, да, где все начнут
повально работать, там, реально что-то делать и зарабатывать много, это, да, капиталистический строй, где все уже, ну, осознанно работают, чтобы обогащаться, да, они идут на поводу вот мошенников в том числе, да, где вот им обещают золотые горы, инвестиции там на криптовалютах, очень смешно. Ну, если вы решили на бирже заработать, то изучите, что это вообще такое, как это работает, а не... Ну, это же очень странно, ты ничего не знаешь об этом, и просто тупо отправляешь деньги незнакомым людям, чтобы они за тебя там зарабатывали. Ну, такого же не может быть. Ну, они в фильмах такое видели. Они такие, ну, такое же бывает в фильмах. Я «Волк с Уолл-стрит» смотрел, там они отправляли кому-то, они зарабатывали мне деньги. Но, понимаешь, ну, по итогу «Волк с Уолл-стрит» на самом деле же кино о мошенниках. К сожалению, Скорсезе снял его таким образом, что люди не поняли, что, ну, кто этот человек. Они увидели кайфующего человека при деньгах, да, а остальное, что там в финале и так далее, все размылось, и они вот думают, да, вот человек зарабатывал на бирже, а по сути это он не зарабатывал, он просто схемы мошеннические умело использовал, все равно, где вот всякие разные схемы и есть лазейки и в тех же законах, да, странах в любых есть, ну, такие огрехи в конституциях и так далее, и этим многие пользуются. Ну да, но у нас все равно сейчас время легких денег, конечно, это не исправить. То есть люди делают деньги из воздуха вообще. То есть там, ну, то есть столько профессий, которые перечислять там СММ и что-то еще, много профессий, которые ты просто не из ничего делаешь деньги. Я думаю, Нет, это я не соглашусь, да, с тобой, потому что из воздуха, да, ты все равно э, тратишь время, думаешь, что-то делаешь. Это не из воздуха все равно. Ты все равно работаешь, да? Ты, если ты хороший СММщик, да, нет, СММ я просто так... не, вот пример, да? СММщиком вы нормальные. Нет, вообще вот эти сферы деятельности, если ты хороший, допустим, СММщик, да, СММщиков много. Кто-то не очень компетентный, а кто-то очень, да, и они очень хорошо зарабатывают. А почему? Потому что они работают, да, они работают головой, они ведут анализ и так далее, они изучают вопрос, маркетинг, они во всем этом разбираются, и, естественно, они зарабатывают. Это очень большая работа. И, опять же, в кино. Кто-то считает, что мы тоже зарабатываем из воздуха. Взяли вот камеры, пошли вот так, сняли, как, ну или вообще взяли телефон, сняли и на большом экране показали, да? Но, да, но они-то, многие же не знают всей кухни, что ты там идея, сценарий пишешь, да, дорабатываешь, персонажей там разрабатываешь, характеры, их жизни, истории и так далее, да, потом вот подбираешь актеров, собираешь команду, снимаешь, и съемки порой же они не просто взял камеру и снял, там установка света, продумывание кадров, стиля и так, ну, очень много нюансов и работы происходит, чтобы случился итог, да, потому что там еще и монтаж есть, цветокоррекция, работают композиторы, звукорежиссер, да, и вот это все по итогу получается фильм. То бишь это не из воздуха.
история. Это Мгм. все равно работа, да. И очень много вот IT, да, многие там говорят, иди в айтишники, там можно заработать. Но, опять же, там же, чтобы стать успешным айтишником, много надо знать, много Ну надо нет, работать айтишники и это так тяжело. далее. Я не смог пройти в какую-то школу конкурс, просто не смог решить задание такое. Ну, это все сложно для меня. Но я вообще хотел, что сейчас время легких денег, в плане, ну, вот я же видел там всякие марафоны, коучи, там человек учит тебя, как зарабатывать деньги, человек учит тебя, как А, работать. Ну, то есть это же... Нет, это не быстрые деньги, да, это просто мошенничество. Да? Легкие деньги. Это же это не легкие разведения и мошенничество? Но легкие деньги именно через мошенничество. Ну да. А это все равно, что ты там у кого-то своровал, да, потому что я понимаю, там бывают реально хорошие, как говорят, кейсы, да, где люди реально людям помогают и на этом зарабатывают. Но когда просто вот эти марафоны всякие, где, ну, инфо-цыгане, Да-да, да, инфо-цыгане. это, ну, бред же, очень, ну, очень много разоблачающих видео есть. Ну Ребята, это... Ну смотрите, да, да, и да. вы поймете, о чем люди, они не зарабатывают, они просто обманывают, да, Да, это людей, обман. да. А вот именно в моем понимании, да, зарабатывание это никогда не легкие деньги, да, это очень много работать, очень много знать, очень много изучать. И да, есть люди, у которых зарплаты запредельные, да, за свои знания, да. Люди учатся, оплачивают там по 5 миллионов рублей, там, чтобы обучиться где-то в MBA, да, чтобы стать управленцем с доходом в год там превышающие эти суммы на обучение, да, Мгм. и это, да, они очень многому учатся, и просто хорошие управленцы, они всегда в цене, Ну да. да, а для того, чтобы стать вот из миллиарда людей одним из там топов, это можно быть лучше, чем там 100 миллионов таких же управленцев. А для этого нужно очень много работать, очень много знать, очень многому учиться. Да, у нас неожиданно здесь начал урок финансовой грамотности. Ну, я просто к тому, что сейчас мы вообще в Якутии, мы же нашли к тому, что мы азартные, ну, действительно азартные. То есть у нас вся проблема высокая ставок, к примеру, там, ставки, люди там рулетки всякие крутят и прочее. То есть я вот хочу мне... Ставки на спорт. Ставки на спорт, да, К вот я про сожалению, это... я знаю очень много Я сам такой был. негативных историй. Очень много негативных историй, когда ты проигрываешь все, что ты хочешь. Это болезнь. И эта болезнь... Вот почему в Китае запрещено играть азартные игры? Я думаю, что это какой-то культурный психологический код есть у азиатов, когда им нельзя играть вообще в азартные игры. Не, ну, короче. между тем у них и есть места, где это разрешено. Да, Макао, типа такого. Да-да. Но они на этом зарабатывают. Да. Но в большинстве своем у них нет такой эпидемии. У нас эпидемия, на самом деле. Я считаю, что к этому придет скоро. Но об этом просто мало кто говорит. Я бы хотел, короче, фильм про коуча, где вот этот человек пытается научить кого-то зарабатывать деньги, но где-нибудь вот в деревне в обычной Якутской, где он ходит и пытается научить его заработать деньги. Забавно. Так, смотри, давай мы поговорим про Айту, про фильм Айта. Окей. Запрещенное в России кино, в прокате оно. Не запрещенное в России, оно запрещенное в прокате, правильно? Или как объяснить? Чтобы показываться на территории России, там, в кинотеатрах, на телевидении и так далее, у тебя должен быть документ. Разрешающий. Да, прокатное удостоверение. Вот история с Айта, это история о том, как нам дали
Мгм. В феврале 22 мы еще взяли, да? Фильм вышел в марте 23 и по приказу от 25 сентября отозвали. Ну, где-то 5 месяцев, да? 4-5 Мгм. месяцев он был в прокате, получается. Да, отозвали. Это значит, у меня сейчас нету документа, по которому я официально могу показываться на территории То есть вообще его Российской нигде нет? Федерации. Или он где-то есть на платформе, вот на Винг, допустим, ты с Вингом сотрудничаете? Нет, да? Да, с онлайн-платформ убрали до отзыва Мгм. по письму от Роскомнадзора. Они, ну, описали всем онлайн-платформам, что фильм несет там деструктивный элемент, противоречит указам, законам и так. Ну, там типа межнациональная рознь там сеется, как я понял, судя по этому фильму там. Нет, ну, у них там деструктивный элемент мешающий там и единству народов. Ну Да, вот, да, ну да. Ну, официальный, суть такая, да. что да. По национальному признаку, короче. А там у них еще было написано, что одна нация показана лучше или хуже другой. Вот. Какая-то странная была формулировка, но факт, что по итогу отозвали прокатку, и у нас вот сейчас нету документа, чтобы показывать на территории Российской Федерации. Интересно. Как вы решали как-то эту проблему? Или ты просто забил на нее? Нет, мы написали письмо, и я еще буду узнавать. Я как правообладатель письменного ответа еще не получал. В скором времени, я думаю, не ответят. Ну, я, в общем, Я смотри, я смотрел этот фильм. Я примерно знаю такую историю. В большинстве своем, типа, тоже у меня в селе такое было, в Алекминском селе. Мгм. Но у нас в основном это было в обратную сторону. То есть такая же история, но в обратную сторону. То есть Мгм. там у нас же русскоязычный город, Мгм. и у нас русскоязычный город, и когда вот типа там тоже один из полицейских, участковый, уехал, он был в русскую деревню, Чапаево, если я не ошибаюсь, он был с Аха. Ну и вот у него типа такой же случай был, только совсем наоборот, короче. Мгм. Но смотри, о чем я хочу с тобой поговорить. Я примерно, то есть для меня это, я такой, ну, в этом есть, конечно, что-то такое, ну, если вот так вот, если вот не углубляясь посмотреть, вот человек, который со стороны не углубляясь во смыслы, то я могу это увидеть. Но я разговаривал с человеком, просто вот русский мужик, короче. Он сказал, ну, а этот же фильм меня оскорбляет, говорит. Вот он мне просто говорит, вот он мне так говорит, вот, это же смотрели, да? Я говорю, он же меня оскорбляет. Я говорю, почему? Ну, вот он мне со своей стороны объяснил. Он говорит, смотри, вот ты этого не видишь, говорит, а я это вижу. Он говорит, он же, все же на него подумали. Я говорю, ну это же вот такая действительность. Он говорит, я понимаю, что это действительность, но все люди, которые вот сейчас такой же, еще какой-то такой подъем, говорит, есть вот этот национальный, и на фоне этого национального подъема я плохой, получается, моя национальность плохая. Почему он не был, он же мог быть и якутом, с такой же, я такой, блин. Ну, и я могу тебе рассказать доводы тысячи других русских, Ну вот, которые считают, что фильм, наоборот, об обратном, да, они никак не оскорбились, они оскорбились решением Роскомнадзора. ну я, вот, И я там многих таких людей знаю, но понимаешь, тут, скорее всего, проблема в человеке, потому что он вот националист увидит национализм, м, а адекватно анализирующий, думающий человек, которых, надеюсь, в мире большинство, он увидит проблему современного общества, шовинизма, ксенофобии, которой на самом деле уже не должно быть. да. Понимаешь же, да, из-за чего вот этот вопрос шовинизма до сих пор у нас имеется, да? Это же очень просто. Это боязнь, незнание, стереотипные отношения и воспитание.
Но это и обиды, старые обиды тоже на самом деле. Ну, возможно, да, но здесь, понимаешь, в современном мире у нас информация очень доступна. Значит, у тебя вот это незнание другого человека должно улетучиться просто тем, что ты можешь эту информацию везде найти. Ты можешь узнать любую национальность, любой язык, любую культуру. Ты можешь это изучать, ты можешь туда поехать, пообщаться с людьми, или там где-то специально с ними увидеться, там, или там в каких-то чатах и так далее, и узнавать. Да? Ну, я же тебе говорю, что ты вот говоришь, что есть тысячи людей, которые говорят, что, ну, они не увидели в этом ничего, они увидели, наоборот, в то, что не нужно смотреть на национальность. Но также у тебя есть, ну, вот почему запретили фильм? Потому что есть такая же куча людей, такое же большинство, наверное, которые увидели в этом. То есть где-нибудь сидеть в Перми человек посмотрел новинки, включил, такой опыт. Я считаю, что их меньшинство все-таки, да, потому что, да, ну, проблемы. Давайте посмотрим другие российские фильмы, произведенные в России. Да, я тоже не... Где есть персонажи азиатской, так скажем. Там жестче. Их же очень много таких фильмов. И почему мы нормально относимся? Я не знаю почему. Мы тоже должны так же возмущаться, потому что нас нет там, понимаешь? Мы не принимаем эти решения. Вот в чем проблема. Нет, здесь просто вопрос человечности, да, и умений в современном обществе, где информатизация очень свободна, уметь анализировать, думать, да. Почему? Потому что сейчас очень много информации, события показали, что люди, к сожалению, не приспособились, да, хотя мы должны, развитие идет, мы же должны развиваться, но почему-то мы не развиваемся, и вот информации все больше, а наше умение анализировать, думать почему-то не расширяется и не развивается. Я считаю, нам всем людям нужно научиться анализировать и думать головой, а не... Вот, опять же, фильм, а это тоже затрагивает эту проблему. Ну, просто тут даже оправдываться в целом не нужно про этот фильм, потому что он такой, это же проблема. Почему-то у нас суть в том, что у нас пытаются бороться с фильмом, но не решить саму проблему. Это реально есть такая... То есть даже если эта проблема показана лет 5 назад, но эта проблема есть и сейчас. Проблемы такие есть сейчас, когда у нас есть шовинизм, бытовой шовинизм, это типа факт. В Якутии есть шовинизм, как в Туе, так и в обратную сторону. Да, везде, во всем мире он есть. Ну вот, смотри, но мы должны бороться. Плохой пример сейчас, тут плохо сравнивать, конечно, но в Америке как боролись, так и боролись же, типа. То есть все фильмы, посмотрите, все фильмы там 70-х годов, 80-х годов, которые показывают, они все показывают, что белый это плохой, черный это хороший. Так и боролись, типа. То есть ты должен человеку внести, что это была проблема, и она есть, и ее не должно быть. Ты в фильме, тебе должно быть, когда ты фильм смотришь, тебе должно быть стыдно внутри, если ты такой есть. Вот. Отчасти. Да. Согласен. Очень сильно задела тема, то есть она еще показана вот, ну, это вот кто посмотрит, там тоже есть одна из новелл, вот именно про это, но что, ну, там вот про старика, который пришел и вот говорил про сына своего. Но это такая проблема есть, и главное, она была, это да, была она жестче, сейчас она есть, но она такая бытовая, и с ней тоже нужно бороться, конечно. Не, вообще, да, исторические фильмы, которые раскрывают проблемы, да, на мой взгляд, они очень важны обществу, да, потому что ты смотришь и порой проецируешь же себя с героем и понимаешь, что если бы у меня вот это случилось, а как бы я действовал, если бы я, ну, я раньше так считал, вижу, что это, ну, может приводить к не очень хорошим последствиям,
ты же уже станешь задумываться, да? Блин, а почему я так считал? А на самом деле же вот именно человечность же превыше всего. Понимание, да, друг друга. И если жить таким образом, то вообще становится супер легко и непринужденно. Да, то есть это, короче, такой, вот такие фильмы, это поход к психологу тебе, потому что ты со стороны смотришь. Вот эта история в это, когда мужчина старый пришел, он нашел этого убийцу своего сына, там, ну, грубо говоря, Мгм. там, и что его избили из-за национального признака, то, что он был якутом, они все были русские. Я такое видел, я в Алёкминске был, ну, типа, я это со стороны видел. То есть я просто как лично сам никого, конечно, избить не мог, слишком маленький был, но русские пацаны били якутов деревенских, которые приезжали в город. То есть город был чисто русскоязычный. Я со стороны видел эту ситуацию. Они ходили, громили эти общаги там, ЕГСХ и прочее. Такое это было. То есть оно было. Сейчас, конечно, такого... Из-за того, что у нас вот сейчас так есть там, как смешиваются семьи, культуры и прочее. Но я приехал сюда, в Якутск, я не знал якутского языка, и я к якутам относился так, как меня научили там относиться. То есть ребенок, я рос 18 лет в русской среде, где мне говорили, что якуты там, это чурки, там, ну, такое, знаешь, вот такое. То есть мне вот это накачивали, вот так тук-тук-тук-тук-тук. Я приехал с такой агрессией сюда учиться. И здесь за 4 года в университете у меня появились друзья, Сахалар, типа, и все, и я такой, так это, ну, это все нормально, это все, что мне там говорили, все, что показывают, это все бред вообще. То есть Ну, проблема такая была, но в фильме мы не озвучиваем национальность. ну да. Мы именно не показываем там противопоставление одной или другой национальности, да, именно вот это и это, да, Ага. а мы больше эта история, наверное, показывает человека, который совершил ошибку когда-то, да. Ты не задумывался после просмотра этого фильма, а был ли старик вообще? Нет, кстати, не задумывался. Ну, Вот, задумайся. И тогда эта история, да, возможно, ложится, да, 25 лет тому назад, ну, когда такая проблема очень сильно стояла, но в то же время, если посчитать, что этого старика не было, это именно мы общаемся с самим собой, самокопание, да, такое? да, о своих ошибках, да. У всех есть какие-то ошибки в жизни. Порой они могут быть ужасными, как у этого, да, персонажа. И мы же все много об этом думаем, кручиваем и так далее. И это просто пища для размышлений, да, принятия своих ошибок или там исправления и так далее. Ну, тогда интересно с этой стороны. Ну, и с той стороны интересно, на самом деле. И там история... То есть, видишь, я не рассматриваю это... То есть, к примеру, я как начинаю смотреть? Я смотрю это как... Потому что мне сложно, в общем, в отрыве от контекста, от того, что я живу в Якутии, смотреть эти фильмы. Потому что я же прожил эту жизнь, и я все эти фильмы, все эти ситуации, я примерно в таких же сценариях, ну, чуть других, конечно. Может, они более драматические, может, они более веселые, но, может, без такого сюжетного поворота, но я их видел в жизни. И поэтому мне сложно воспринимать это метафорично иногда. То есть я смотрю это как, о, прикольно, вот у меня история про чувака с моей деревни. А ты вот подумаешь, что такие истории на самом деле и есть во всем мире. И когда мы, допустим, показываем за рубежом или в других городах фильмы, снятые в Якутии, вроде бы там в Якутии воспринимают очень близко к себе, что это, блин, да, у нас вот это, да, было и так далее. И там точно так же нормальные зрители смотрят свои истории. Вот и яркие два примера, которые я всегда озвучиваю, да, это когда мы показывали это в Варшаве, вопросов было два, да, один вопрос,
так, у вас и левостороннее движение или правостороннее? Я такой, блин, ну объяснил, что у нас, ну, да. А потом они уточнили из-за чего, потому что они в кадре видели и японскую машину, и российскую, да, ну, левый правый руль. Ну, они же не знают, что мы ездим на японских Ничего себе. машинах. Вот. Деталь. Второй там по музыке. А все остальные, они говорили свои мнения в фильме. И, к нашему удивлению, мы услышали очень-очень много благодарностей. Да? Они благодарили, что мы показали их самих со стороны. То есть, а вот Где как... «Ит», Где где «Ит»? Варшава, да, варшавский Но «Ит» зритель. вообще просто про якутское село. Вот, ну, для Для тебя... меня, для тебя. Да. А в них они нашли в себе эти истории. Да, вот история с выборами, они говорят, вот это наша проблема. Мы на каждые выборы там семьи делятся, там, да, там друзья, коллеги. Вот они говорят, у нас всегда вот это проблема существует, да, и, ну, очень Мне много... интересно, как им близка история с туалетом. Да, вот Знаешь? опять они, кто-то там упоминал, что да, вот эта история с нашими близкими соседями, они имеют Ну, место там быть. голливудский такой, да, сюжет, ну, такой, ну, европейский такой сюжет, там, в плане того, типа, как он решил проблему жестко, и что вот он, как, ну, там, случайность, короче, вот эта Вот, случайность. еще второй пример, да, фильм «Кара Кар». Мгм. Черный снег. Показали в Питере. И там человек, который живет в Питере, заплакал, когда смотрел этот фильм, да, из-за того, что он увидел свое село. А его село находится в 70 километрах от Петербурга. Ну, мне кажется, Понимаешь, вот именно проблемы, да, не одинаковые, да. которые, ну, мы же Человеческие снимаем, да, проблемы. общечеловеческие истории, они понимаются везде. И история с Айтой, да, посмотревшие там, кто из Москвы, из Европы, там, из азиатских стран, ну, когда мы с ними обсуждаем этот фильм, они говорят, да, вот эта история легко могла случиться и у них, и там, и сям, и так далее. И поэтому тут, опять же, вот отношение зрителя к якутскому, ну, фильмам, которые снимались в Якутии, не должно быть слишком однозначным, да. Мы же смотрим разное кино. Ты американское посмотрел, но ты же не считаешь, что там все наркоманы или там Ну, я думаю, грабят банки? ну да, или не, но в там, Америке, да. когда они смотрят кино, я думаю, все равно они тоже немножко по-другому воспринимают. Тут видишь понятие восприятия. Нет, а там же от осмотренности. Ты, когда смотришь кино из разных стран, да, ты уже начинаешь смотреть их в контексте всего мира. Да. Да? Но мы не можем... Почему мы не можем вот абстрагироваться? Надо учиться. Да, вот из этого вот мы смотрим корейское кино. У них своя манера игры там, и так далее, там свои проблемы. Но мы же их смотрим, и там где-то мы видим свои там проблемы, себя видим, да, японское кино, и иранское даже кино, да, бразильские сериалы, турецкие. Смотрим все, и мы же не считаем, что, ой, блин, вот они вот там так-то, так-то, да. Вот, осмотрев оскароносный фильм Хлоя Джао, да, «Земля кочевников», мы же не считаем, что, блин, американцы живут в стране возможностей, но страдают фигней, там бомжуют и так далее. Ну смотри, ну а как это сделать? Ну это же нужно научить людей абстрагироваться. Как я могу абстрагироваться, если я вижу то же здание, которое я проходил недавно? Я не могу абстрагироваться тоже. Нет, а там же вот просто, естественно, ты это ближе будешь Да, конечно, воспринимать, ближе. но ты должен воспринимать именно основу, да, истории, о том, что это история о людях. А люди везде одинаковые, да, мы отличаемся культурой, языком и так далее. Но в быту мы все
люди, да, мы все ищем шампунь, и в Африке, там, в Южноафриканской Республике такой же человек, как ты там, сняв подкаст каким-то местным режиссером, пойдет там искать шампунь, потому что у него кончился шампунь, да, и вот эти взаимоотношения, они общаются также в фильме этого режиссера, и такой же человек говорит, ну почему ты снимаешь вот нас так, а тот объясняет, это же в контексте всего мира, везде вот, где-то в Якутии есть люди, у них тоже есть свои потребности, и они все такие же, как мы. Ну, тут, ну, это вот, смотри, в чем сложность, наверное. Это, наверное, сложность просто в передаче. То есть, ну, мне сложно объяснить. Я думаю, ты как и сказал, что если за рубежом они воспринимают это просто как кино, не якутское кино, как мы воспринимаем, это не наше местное кино, а они воспринимают так, то это замечательно. То есть, в плане того, типа, я и елки также смотрю, я такой, блин, ну я был во всех этих городах, я знаю эти места, и у меня тоже, ну, восприятие... Но там просто истории очень сильно вымышленные. Очень сильно. В елках же очень сильно надуманные истории. А тут они очень близко ко мне. То есть это слишком бытовые истории. Слишком бытовые. И в целом я себя из-за этого вижу у них. То есть в елках я не могу встретить Веру Брежневу, к примеру. Ну, типа, вероятность 1 на миллион вообще. То есть, а здесь в туалете, да, о выборах, ну, также спорим, типа, то есть, к примеру, там, обменять монеты, да, типа. Ну вот, почему мне понравился Эд? Потому что там была бы заключительная история с Гошей. И вот эта история, я абстрагировался, что она вообще не относится. То есть, если бы не было языка, это просто, ну, какой-то прикольный, не знаю, тарантиновский сюжет, ну, какой-то просто драки, сюр, вот, и такой, я здесь отвлекся, короче, отвлекся от того, что это связано вообще с Якутией как-то, вот, то есть там ничего не было с Якутией связано, кроме как, ну, вот женщина, которая, типа, вот пьяная едет, но в целом везде такие пьяные женщины, которые слушают песни, постоянно одно и то Ну же. вот, и также другие истории, да, такой человек, который с валютой бегает, их много Ну вот это везде. прикольно, да. То есть здесь добавилось, что Бог, я такой, вот это, то есть когда добавляется что-то, как сказать, именно не связанное вот с Якутией, что вообще не может быть, что это фильм. Короче, фильм все равно же это выдумка. Ну, как бы ты все равно это Да. выдумка. Что ты можешь показать то, что не бывает в реальной жизни. Вот и когда я это вижу, я такой, ну, может, это личное мое восприятие, я такой сразу, все, я отдаляюсь, я смотрю этот фильм. А так вообще, ну, вот это такие, знаешь, не люблю клишировать, но такая, это якутское черное зеркало, вот это отражение нашей действительности, только вот наоборот, короче, такое интересное. Очень понравилось. Ну, да, ну, кому-то такой подход нравится, а кому-то не нравится, да, но это, опять же, ну, это наоборот хорошо, даже к тому фильм не зашел, он же, ну, почему-то это не зашло ему, да, что-то и его забеспокоило. И иногда же бывает, что даже где-то в комментах там, там два человека, кому фильм понравился, а кому не понравился. И они друг другу объясняют, да, ну, почему этому понравился, этому нет. И это на самом деле одна из основ искусства, где ты споришь. Да, и я убежден, что кино это в первую очередь искусство, потому что это, ну, такой вид искусства, который обрал все виды искусства. И он может быть и легким в восприятии, и сложным, и он очень разный, да. И это, на мой взгляд, здорово, что у нас есть выбор того, что мы хотим посмотреть и для чего, да. Именно вот и если ты осознанно смотришь что-то, то вообще идет совсем иная реакция к фильму. А когда ты просто чтобы посмотреть
включаешь, ты смотришь абсолютно по-другому. Из этого, ну, собираешься в кино, ты должен осознать, для чего. Да, если ты, да, решаешь вообще ни о чем не думать, ты иди на кино, где люди в обтягивающих трико. Да, вот это, да, это фильмы, где тебе все разжевывают, все показывают, и тебе абсолютно думать вообще ни о чем не надо. Проглотил, и все. Ну, жвачку, да. Да, а когда вот именно вот это, да, это мы осознанно пошли вот истории вроде бы смешные, да вот ты говоришь, шестая история, очень легко, комедия и так далее. А если глубже посмотреть, это же очень трагичная история, да, недопонимание. Да, это же из-за этого вот это случается. И да, мы это скрыли там, или правильно оболочку сделали в комедийном ключе, чтобы это легко смотрелось. Ну, в плане... А потом, да. чтобы задуматься об этом, да, это же... да, нет, я не говорю, что ты неправильно посмотрел. Нет, просто есть фильмы, которые вот именно нужно сделать в таком ключе, чтобы ты посмотрел, порадовался, а потом задумался именно об основе истории, да, и тогда это иногда срабатывает. Но я считаю, что для думающих людей это срабатывает в правильном ключе. Ну, да, возможно. Не спорю даже. Но я просто, знаешь, от чего устал, наверное, может быть, немножко? Что в якутском кино, ну, вот последние, наверное, года 3-4, вообще одна хтонь. Ну, то есть все грустное. В большинстве своем, если вот так взять 80% кино, оно грустное. То есть вот все мрачное. Даже кадр мрачный. То есть он не солнечный, не светлый, а вот именно он такой тяжелый, тяжелый, гнетущий, следящий такой кадр, короче. Я не знаю, почему так, почему грустно показываем грустную действительность. Нет, тут я, опять же, могу поспорить. Светлых достаточно же. Надо мною солнце не садится, не храните меня без Ивана, комедии, да, Ну, они агент Мамбо, Зина, Лёха, есть и такие фильмы. Ну, это, знаешь... Наша зима, вроде бы, да, грустная история, но мы там постарались показать самый холодный город по-настоящему, да, вот эти. Ну, я, истории. короче, знаешь почему? Может, я как-то не... Для меня вот последняя якутская комедия, вот прям такая вот якутская комедия. Это возьмем, не возьмем якутское кино, а вот именно якутская комедия, а это, наверное, Кэскил. Вот для меня лично, типа, что я смотрел, и что я такой думаю, вот это действительно вот прям комедия от начала до конца. Она не сделана для комедии. Она не сделана, чтобы рассмешить людей. Она сделана вот как-то, ну как-то... Короче, я не знаю почему. Не знаю, это лично мое. Для меня это последняя якутская комедия вот сейчас. Все остальное это драматическое кино. Ну, Зину Лёха я просто не смотрю. Агент Мамба, я не вопреки пацанам, я просто его не воспринимаю как якутское кино. Это просто какое-то такое, как... для массового вот рынка, короче, как-то сделано, короче. Зина Лёха, извиняюсь, не смотрел. И вот последний вот кандидат тоже сильно тоже не смотрел, вот что такое. Но я думаю, там все равно все сделано по таким более... Ну, то есть оно не этническое кино. Вот так, короче, вот так скажу. Не, а почему фильмы должны быть этническими? Вот это этническое? Ну, мы же уже говорили про это. То есть, если я смотрю его, для меня оно этническое. Для меня оно показано, то есть оно говорится на языке, который... Эти истории я видел в жизни. Но ты говоришь, что его показывали, то есть его показывали где-то там, то есть люди могут воспринимать его как неэтническое. Мое восприятие его, я его воспринимаю как этническое кино для меня. Ну и с комедиями, почему агент Мамба, там шутки очень ясные и так далее, улицы, дома, все Я не знаю, может, ты меня... наше родное. Я не знаю, может, ты меня поймешь, почему, не знаю. Но вот Кэскил, это Кэскил, типа... Вот второй, допустим, вот вторая часть. Вот я такой,
блин, его могу пересматривать, смотреть. Я еще помню, как я его посмотрел, мне его переводили вот так еще, субтитров типа не было, мне его переводили вот так. Рядом человек сидел, рассказывал, что... Я такой, ну оно вот как-то... Не знаю почему. В чем? Может, ты мне объяснишь, в чем это магия того, что я считаю это комедией? И как будто одна из последних, что было комедийно, все остальное как будто драматическое. Все равно везде драматическая подоплека. Там никакой драмы толком-то и не было. Почему? В конце же он проигрывает, там, уходит, вот это все равно... Нет, тут, опять же, отношения очень же многое зависит еще от того, в каком возрасте ты это смотришь, да, в каком состоянии ты это смотришь, в каком настроении ты это смотришь. От этого, ну, на самом деле, просмотр кино очень зависит от многих Факторов, да. да. И когда вот, допустим, ты показываешь свое кино, и на обсуждении ты понимаешь, да, что там вопросы задают, мнения, и они бывают абсолютно разные. И это здорово, потому что все равно хорошее кино, да, показатель хорошего кино, это разные интерпретации истории, да, разный подход зрителя, спорные моменты. Кто-то видит так, кто-то видит это по фильму. Это мы же затронули не только одну проблему шовинизма, но и там проблему отцов и детей, проблему вот этой свободной информации, да, вот людская молва, отношение к администрации, отношение к полиции. Вот это несколько проблем озвученных там откликаются у людей по-разному. Да? Кто-то, посмотрев, вот отцы особенно, да, мне лично говорят, да, мы посмотрели, я очень много думал, как бы я поступил. Да, вот. Их затрагивает именно проблема отцов и детей у многих. Да, у женщин то же самое, да, кто-то очень сильно вот по воспитанию своих детей задумывается, а кто-то вот именно по отношению к полиции, да, к администрации. Почему мы все время ругаем, а когда что-то хорошее, мы даже об этом не задумываемся, да? Это же, ну, блин, очень странное отношение, да, выборочное. Ну, когда у тебя, возьмем поселок, да, повесили лампы на улице, да, отношение, что, ну, это их работа, они Должны повесить лампы. Да. Должны. Да, дорогу обсыпали. Опять, ну это же их работа, они должны. Но на самом деле в этом мире никто никому ничего не должен. Вот это осознать надо, да. И вообще в обществе мы создаем общество. Опять же, никто нам общество не создает. Каждый человек, мы ячейки этого общества, мы сами создаем. И вот это отношение к и обществу, к жизни, где нам должны, они должны, это, ну, ошибочно. Ты тоже должен для этого что-то делать, да? И то, что хорошее мы не замечаем, это проблема на самом деле, да? Где-то, наконец-то, там клуб построили, да? Об этом там пошла новость, 2 комментария. Ура, ура. Все. А где вот у них сломался мост, там 1000 негативных комментариев. Ну, блин, баланс же какой-то должен быть для нас, ну, для человека, да? Ты должен немножко это балансировать, понимать и относиться чуть-чуть осознаннее. И на самом деле тогда и отношения между людьми и так далее. Вот, допустим, я стал главой наслега. Стараюсь, работаю, но все время
меня ругают. Это же, ну, а как ты будешь работать с этим, с воодушевлением, да, если каждый день там где-то в телеграм-каналах тебя ругают и так далее. Ну, блин, именно человеческое отношение это не только между людьми должно быть, это везде, на всех уровнях на самом деле. И тогда, ну, на мой взгляд, когда мы относимся и к полиции в том числе по-человечески, отношение идет в обратно. Но когда ты будешь его там крыть матом и обзывать ментом, отношения, естественно, это же человек. Вот и именно мы должны понять, кто-то там вот режиссер, да, я тоже человек. Ты там тоже публичная личность, да, там могут все что угодно говорить, что в голове придет. Но на самом деле, если ты задумаешься и поймешь, что это человек, ты уже у тебя комментарий даже может быть иным, да. Ну и вообще вот это человечность это основа же, и где в современном мире стерта черта нормальности, у нас остается только полагаться на вот эти межчеловеческие отношения. Я Загрузил? Нет, немного подзагрузил, но я в целом понимаю, ну просто да, у нас же такое к властимущим, там, к кому-то еще, что они нам обязаны, а мы можем это просто сделать. Мы можем, а они обязаны. Ну да. Отношения всегда должно быть хорошие между всеми. Но мне, знаешь, в чем? Мы еще отошли от комедии, от грустного кино. Смотри, когда вот у меня друг, короче, вопрос такой спрашивал. Он говорит, а спроси, задай вопрос, будет интересно. Вот когда вот читаешь в основном, ну, вот про, как вы ездите на фестивальное кино, пишут, что это вот там много где, что это малобюджетное якутское кино, малобюджетное. Вопрос такой у меня вообще. Про бюджеты, про все. Это действительно малобюджетное считается кино. Откуда там начинается большой бюджет, малый бюджет? И если бюджет увеличится, ну, прям станет большим, качество кино станет хуже, качество сценарной работы или лучше? Как ты думаешь? Так, ну, во-первых, да, у нас очень малобюджетное кино в основном, да, но мы стараемся за малый бюджет сделать достойное кино. Это, ну, многие говорят, а зачем вам большие бюджеты, вы же... Можете снять вот, Да. Но это же не означает, что мы должны вот все время в ущерб себе, да, так скажем, своей группы. Ну, почему у нас за маленький бюджет, да? Ну вот, допустим, и я снимаю там в долг, там свои что-то продаю, да, и у меня образуется бюджет, и я понимаю, что я, ну, больше не могу осилить. Это, ну, будет для меня слишком. И я не могу взять там условно 10 миллионов кредита, а потом я не смогу расплатиться, да, ну, и я это осознаю, и у меня там бюджет 4, да, на типа. И это же не из-за того, что там мы такие, мы умеем, да, а из-за того, что все понимают, что я не могу больше себе позволить, и многие поддерживают. И актеры, и команда, да, и там, где мы снимаем со многими, там договариваемся за маленькие деньги. Из-за этого мы умудряемся снимать. Опять же, там специалисты, композиторы идут навстречу, да, звукорежиссер идет навстречу, колорист. Вот, и если бы мы даже этот постпродакшн делали бы по московским ценникам, у нас бы
бюджет увеличился до 10 миллионов, да, просто за счет постпродакшена. То есть это не считая съемок, не считая, Да. если бы все гонорары актерам, типа, там были прям по full прайсу, типа, да, и все эффекты, которые Нет, только на постпродакшн, да, увеличилось бы так. А если бы мы работали по нормальным ставкам, то это минимум бы мы сняли за миллионов 30-35. А так бюджет у Айта какой? 4. 4. Но мы поставили перед собой задачу, мы должны снять за 4 миллиона кино, которое бы выглядело на все 40. И многие соглашаются, что так и есть. Мы, когда ездим по фестивалям, я раньше замечал, что мы где-то уступаем, да, по цветокоррекции, по операторской работе, там, по драматургии. А сейчас, к счастью, я смотрю и думаю, что мы архитектически особо не отличаемся уже. Бюджеты там смотришь фильм за 300 миллионов, и мы, да, и еще мы иногда их побеждаем, да, по мнению жюри. А там же очень многое же зависит от истории, от основы, да, вот история, сценарий — это основа. Если у тебя даже снято очень экономно, но главная история, да, вот это у нас мы были очень ограничены, да, из-за этого с дождем этим, да, мы не могли брать очень большой общий план. Из-за этого мы прибегнули к стилистике крупных планов, да, мы очень много, выработали стилистику фильма, которая сработала, да, и она в художественном плане выигрышнее смотрелась, ежели фильмы, которые были сняты задорого. Ну, потому что я оператор, хорошо снимал, и совет ставили, ну, и актеры, да, соответствующие это все передавали. Ну, то есть тут же у тебя выработался уже стиль снимать за малые деньги, получается. Да, ну, да, вот отчасти так и есть, но вот с увеличением бюджета это в первую очередь достойная оплата специалистам. Да? Это не будет то, что я опять приду к ребятам, буду просить понять, да, и там за 500 тысяч это сделать, а за 100 тысяч. Очень большая же разница, да. Ну, еще там с актерами они понимают и работают за большие гонорары. А с Москве ты попробуй на главную роль актеру платить такие деньги. Никто не согласится, где у них ставки в смену 350, там, 700 тысяч. И у тебя только бюджет это идет на 5 смен на актера главного. И что ты снимешь, да? Вот. И тут вот именно взаимопонимание, энтузиазм сформировали возможность снимать достойное кино за маленький бюджет. Но, опять же, хочется же снимать чуть более масштабные истории, да, с более дорогой аппаратурой, где возможностей создавать стиль увеличится, да, опять же, специалистов больше будет, актеров, массовки. Продакшн будет лучше в целом. Да. Постпродакшн тоже. Да. Интересно, но я думаю, к этому придет. Но все равно то, что сейчас люди очень хорошо... ты еще очень продуктивный режиссер. Ну вот вы с Дмитрием очень продуктивны. То есть у вас когда выходил «Ит» и уже «Эд»?
То есть, ну, в целом, Айта. То есть, все друг за другом, там, разница полгода, да, между фильмами, наверное. Ну, иногда 2 года, 1 год. Ну, это же большая продуктивность для режиссера. Да, Да. на самом деле, но это итог очень большой работы на самом деле, да, вот идей много, и, ну, слушай, да, вот многие же режиссеры не снимают так часто, потому что у них бюджета нет. Ну, или там они находят бюджет за очень хороший В общем, снимают за маленькие деньги, они вот так, грубо говоря, сказать, Да, не работают. да. Ну, имеется в виду, мы же сами себе продюсеры, И сами себе режиссеры. да, и вот и это один из основных факторов продуктивности. Нам хочется, во-первых, снимать кино, как автор, да, а как продюсер прокормить семью, да, с другой стороны. И вот это все окладывается, и при первой возможности, да, ты снимаешь. Вот история, да, с фильмом «Наша зима». Это был конец 20-го года. Я подавался в местный Минкульт на субсидию. Мне не дали, да. Потом я подал на этот Сенец-парк. Мгм. Ну, или параллельно, и я подавал. И я получил 1 миллион поддержки. Но тут встал вопрос, да, я надеялся и на Минкульт, и у меня бюджет есть был бы. А тут у меня 1 миллион, и еще я в долгах там чуть больше 5 миллионов М. двумя. Ну, я снял 2 фильма и был в абсолютном минусе, в глубокой яме, так скажем. И тут у меня 1 миллион. Но я еще должен очень много. И тут встает вопрос, откуда я еще 2,5 миллиона найду, чтобы снять это кино. Я тут, ну, задумался, стоит ли, да, Снимать вообще. вообще. А потом, блин, мне впервые дали бесплатно 1 миллион, чтобы я снял кино. Я буду очень глупым человеком, если откажусь. Вот в кои-то веки мне дают 1 миллион, я такой говорю: нет, ребята, у меня там долги, и я не могу, и там всю группу распускаю и так далее. Да? Но я решил рискнуть и начать на этот 1 миллион снимать кино, а потом вот благодаря фильму «Черный снег» я выкарабкался из... Ну, там на процентов на 80 я выкарабкался. Потом, ну, естественно, с нашей зимой я опять в долги ушел, да. Ну, а потом еще продал машину и так далее. Еще в тот же год снял Айту. Ну, и опять не такой глубокий минус, но опять же я был... То есть у тебя постоянно вот так, да? То есть... Ну, долгое время я был в минусе, там, наверное, 4. А потом вот благодаря фильму Айта я наконец-то вот раздал все свои долги. Ну, то есть сейчас, можно сказать, ты не в минусе. Все нормально уже, стабильно. Ну, надеюсь, вот сейчас, вот сегодня, да, и я расплатился со всеми долгами. Офигеть. Кредит закрыл позавчера. Блин. Я надеюсь, что в будущем у тебя такого не будет, что после этого момента, чтобы все было нормально, чтобы режиссеры в Якутии... То есть я думаю, когда режиссер... Ну, художник должен быть голодным, это, мне кажется, такое Не, себе. ну, и здесь, понимаешь, есть режиссер Степан Бурнашов, а есть продюсер, да? Мгм. Вот продюсер Степан Бурнашов режиссеру не оплачивает. Он его только кормит, да? А вот
все финансовые вопросы решает продюсер, и он в долгое время плохо работал, значит, да? Ну, нет, а тут важно понимать о том, что вот не останавливаясь не перед чем мы работали, да? Работали, набирались опыта и все-таки дошли вообще кино, которое снимается в Якутии, дошло до такого уровня, что на онлайн-платформу. Да, Винк, я на Винке, вот, покупает, да. очень, кстати, если что, если, допустим, вы такие, блин, мы не... Я вот, помнишь, может, тебя возмутил этот твит, я помню, как-то я писал, что фильмы Айта, Эд, идеально смотреть дома. Вот, типа, не в кино пойти, а дома посмотреть. И я честно, но я в этом, это... Потому что оно камерное для меня такое кино, и дома я его покупаю и смотрю. То есть у меня, если что, все фильмы куплены, и те же деньги я тебе отдаю, только через онлайн-платформу. Очень хорошо их пересматривать у себя дома, да, вот с фильмом, допустим, Айта, мы очень сильно заморочились по звуку, по музыке, и эффект... Дома, может быть, не такой, да? Который на большом экране, который мы специально заложили, на обычном телевизоре не достигается. Ну, просто вот этих диапазон звука телевизора не может передать, что мы заложили. Это же создание кино, это не только мы сняли, смонтировали, там накидали музыку и отправили, да, а мы там очень много работали над каждой музыкой, чтобы она в той-то как-то дополняла историю саму, да, над драматургией работал. Вот, видишь, Вот это много свету. кто... Я об этом не думал. Да. Видишь, что вы думали, как люди посмотрят это в кино, что они ощутят в кино, видишь? А я думаю, неважно, кино выпустили, и где его не посмотри, оно будет тем же самым кино. Нет, вот из этого я всегда стараюсь хорошее кино сперва смотреть на большом экране, да, а потом уже пересматривать у себя дома. Потому что все равно очень много на самом деле там или скрыто, или ты можешь отвлечься где-то, да, и не заметить. И так далее. Это не означает, что мы снимаем, ну, вот там, и все, вот просто посадили актера и сняли. Мы стараемся там заполнять информацией, чтобы это работало на историю, на характере персонажа, да. Даже какой-то значок или там что-то висит на стене. Мы стараемся, чтобы это все работало, да. И когда ты пересматриваешь, ты уже начинаешь это замечать, и ты уже дополняешься, да, вот именно деталями и так далее. Ты иногда, пересмотрев фильм, можешь осознать, что ты, когда впервые смотрел, вообще по-другому его воспринял. Потом пересмотрел, и ты что-то еще взял, или вообще, блин, это же кино совсем о другом, да. Еще очень важно пересматривать там спустя несколько лет на другой реальности, в другом возрасте, в другом сознании. Ты эти же фильмы, которые там, условно, в детстве смотрел, в подростковом возрасте, в студенчестве, вот сейчас ты уже смотришь иногда порой вообще абсолютно... Ну, это как с «Иронией судьбы». Такая, вот такой. Я «Иронию судьбы» в разных... Я все смотрел, там, ну, и сейчас это такое популярное мнение, что ты все больше любишь Ипполита. То есть такое, да. То есть ты все с детства, то есть ты такой, да блин, что за мерзкий мужчина, а потом вот он оказывается самый хороший из этой всей истории. Ну да. Ну, я просто, видишь, я раньше только фантастику смотрел в кинотеатрах. Ну, прям что точно шел, что я вот, допустим, как «Мстители», там что-то еще, я точно посмотрю в кинотеатре, потому что дома я такого эффекта получить не смогу. А теперь я не знал, что, извиняюсь, что, оказывается, все кино, оказывается, режиссеры сами работают, чтобы и в кинотеатре первое впечатление создать очень крутое, и вот это все звуки, они... Вот это как-то... Сколько фильмов получается, я вообще...
потерял. Надо все пересмотреть в кинотеатре, но уже Ну, невозможно. из этого же многие киноманы там устанавливают там акустические системы. И я раньше не понимал, а зачем дома вот это, да, чтобы вот эффект погружения именно, ну, потому что кино это не только изображение, да, но и звук, что очень многое дает в восприятии. Ну, да. Ну, кстати, про звук, вот озвучка. Я смотрел, ну, вот, как он есть. То есть там субтитры, ну, и где есть русский голос, там русский голос. А «It» я смотрел на платформе Wink. И там он полностью переведен на русский язык. Блин, это так, если честно, не очень... Ну, для меня это очень неловко смотрится. То есть, как-то он... Не те голоса или что. То есть, я бы сделал вот как это очень круто, когда ты смотришь основную часть. Я множество иностранных фильмов смотрю с субтитрами. И для меня это привычно. И я думаю, а почему вот так нельзя загружать на платформу? Ну, вот, к сожалению, на Wink именно загружен в таком виде, да, но на ОК, например, он есть в двух вариациях, да. Это будет загружено в Wink в якутском варианте с субтитрами, да. Они это понимают и делают такой релиз. Но, опять же, по дубляжу, да, Мгм. Сложно, здесь, да? и если взять всю Россию, вся страна живет около 30 лет в дубляже. Ну да. Все, ну, 90% зрителей смотрят все кино в дубляже. И для них, вот, ну, допустим, если они никогда не смотрели якутское кино с субтитрами, то они это тоже смотрят как фильм в дубляже, да, М. и подход такой. А кто уже, ну, из жителей Якутии или там кинокритики, или кто много смотрит на, Аниме. Кто много смотрит аниме, так можно да, сказать. на языке оригинала с субтитрами, для них, да, это немножко, ну, неудобно. Ну, как-то вот американское кино еще более-менее воспринимается с дубляжом. Я смотрю, ну, у меня нет, если что, претензий, там, допустим, там, я, к примеру, там, Леонардо Ди Каприо, я только там Бурунов у меня в голове, допустим, больше такой, я его голоса, может быть, сильно не слышу. Но якутское кино, ну, может, со временем дубляж станет еще лучше, и как-то вот он, видишь, язык Ну, же интересный, интонационный. Да, да, у нас не супер удачный дубляж, во-первых, потому что мы сами этот дубляж делали, но, во-вторых, там очень много персонажей. Это было очень Да. сложно собирать разные голоса. Да, а потом вот по новее фильмам мы стали обращаться именно к таким студиям, которые дублируют, да, голливудские фильмы и так далее. И там голоса, Я не помню, Вайти было? подача. Вайти же было? Вайти же был дубляж? В Хайте дубляж именно закадровый был. Ну, то бишь, чуть-чуть слышно якутская речь. И, ну, потому что эти же актеры иногда по-русски разговаривали. Но вы да. же тоже в этом новаторы, получается, в дубляже якутского, да? Ну, то есть, в плане, что это же со временем он станет намного лучше. То есть, дубляж якутского, то есть, актеры начнут понимать... то есть, якутский язык же он такой интонационный очень сильно, Ну, играется плюс... А там, понимаешь, когда ты заказываешь, да, профессиональную озвучку, там есть специальный человек, который по липсингу адаптирует текст. Из этого иногда может чуть-чуть искажаться. Вот опять же, вот эти американские фильмы, они не в точности переводят слово в слово, потому что там не попадешь по губам. Да? Но развивается же искусственный интеллект. У меня друг-одноклассник занимается именно вот переводом.
с другого языка на другой, да. А, вот я видел, сейчас переводят даже эти всякие ролики переводили. Да, вот это, возможно, в скором времени, возможно, и получится сделать. И тогда, допустим, ты будешь говорить на якутском языке, а потом перевод будет на русском с твоим же голосом. И плюс артикуляцию твою будут подгонять. Это, ну, искусственный Прикинь, интеллект. насколько это упростит процесс вообще. То есть Мгм. это у тебя сколько бюджета сократится, фильма и прочее. Блин, искусственный интеллект тема. Но, ребята, если вы смотрите, может, кто-то нас смотрит, захотите посмотреть якутское кино, постарайтесь смотреть его с субтитрами. То есть, чтобы понимать именно липсинг, ну вот правильное слово липсинг, понимать, как интонационно он работает. Он немножко другой, не так, как он переводится. Так, что ж, я как будто бы про феномен... Я вообще хотел про феномен вначале поговорить, но мы как-то про все так поговорили, и поэтому, мне кажется, феномен якутского кино в чем? Вот смотри, всегда говорят феномен якутского кино. Ты понимаешь, в чем феномен? Именно феномен. А, Кто-то обижался, кто-то не понимал, да, но все равно и феномен такой случился, да, ну, потому что у нас во времена Союза своего, ну, своей студии даже Да. не было, да, и вроде бы на пустом месте, даже когда Сахафильм снимал, да, вот никто не думал, что будет такой феномен. Да, но он случился, да, и сейчас этот феномен, там кто-то любит, говорит, феномен перешел в тенденцию, да, но здесь я очень согласен, что да, это феномен случился благодаря, во-первых, зрителю, кинотеатрам, режиссерам, продюсерам и энтузиастам, которые реально захотели заниматься вот этим явлением, быть частью этого феномена. Да? Феномен в людях, феномен в специалистах, в зрителях. Потому что нигде по регионам, если взять, так активно на свое кино еще не ходят, да, так активно энтузиастами не пахнет. Там один проект поработали и ушли, да, а у нас вот энтузиаст с проектом, а проект за небольшие деньги работает, и многие приходят и остаются. Вот, но благо много снимаются, и они умудряются что-то зарабатывать. Блин, ну я вообще в плане благодарен вам, что я так думаю, что благодаря, ну, там, тебе, Дмитрию, ну, еще не всех режиссеров перечислять не будем, что вы даете, на самом деле, сейчас очень много молодых ребят, которые снимают, ну, то есть, которые стараются снимать свое кино, то есть, там, на YouTube кто-то выкладывает, где-то еще, то есть, вы вдохновляете их, что они тоже могут, все могут, что не обязательно идти учиться, что-то еще, ну, конечно, обязательно там получать какие-то компетенции в этом, но что они стараются снимать, стараются, что это можно сделать, что на этом можно сейчас уже заработать какой-то шанс. И что это творчество существует. Я, кстати, про Кыскиль наконец-то понял. Сидел, в голове прогонял. Короче, почему? Я неправильно маленько сказал. Сейчас вы снимаете не только для Якутии, а для России, типа, а Кыскиль был снят только для Якутии. Вот в чем. Опять я могу чуть-чуть поспорить, да. У меня раньше очень ошибочное суждение было о своих фильмах. И я всегда считал, что я снимаю для своего якутского зрителя якутские истории, а не для каких-то там фестивалей и не для каких-то там членов жюри. Ага. Да, высоколобых я в то время считал. А потом вот поехал впервые на фестиваль.
и увидел, что мое кино, которое я считал, что снимаю только для своих, да, для себя и так далее, там понимают. Потому что там обычные человеческие истории, да, проблемы. Там я показал 2 фильма «Магнагатаптал» и «Кюрёях», да, очень полярные истории. Одна история про криминал, а другая про любовь, да. И я показал, и там очень много вопросов было, и они вот именно им понравились истории, они все поняли от и до. И тогда я понял, блин, как же я ошибался, это же фестиваль, это способ увеличить и показать свое кино людям. А ведь мы же снимаем кино, чтобы их смотрели где угодно, да, и оттуда я понял, что вот именно благодаря фестивалям ты можешь увеличивать свою аудиторию, географию и так далее. И уже оттуда идет причинно-следственная связь, побеждать на больших фестивалях ради того, чтобы твое кино смотрели люди. Ну, для этого и созданы же фестивали вообще. Чтобы давать рекламу. А в то время я это не понимал, очень был узколобым. Ну, ты все равно снимал кино. Неважно, мне кажется, как. Но сейчас я хочу, чтобы, наконец-то, я хочу увидеть, короче, многобюджетный, миллионобюджетный фильм Степана Бурнашова. Хочу увидеть, какой он будет. Очень, прямо вот с большим бюджетом. Бюджет, знаешь, как у кого? Давай, какой? Елки. Елки же есть бюджет. По-любому огромный бюджет, не знаю сколько. Вот такое кино. То есть в ближайшие 5 лет. Ну, у меня разные идеи есть, да, там и есть такие же камерные, да, но они более масштабные, там с актерами известными я хочу попробовать снять, чтобы опять аудиторию увеличить, да. Еще есть всякие исторические фильмы, фантастические боевики и так далее. Ну да, но ты же «Республику Z» тоже... Ты же участвовал там, ну и снимал вообще, да? Да. Да, ну вот, то есть уже были тогда, когда это было уже миллион лет назад. Да, в 16-м мы снимали и выпустили в 18-м. Ну вот, то есть в целом можно, то есть если есть задумки, то есть какой-то боевик комедийный. Хочу комедии, чтобы это было светлое что-то. Но спасибо тебе, Степ, на самом деле. Спасибо за беседу. А тебе спасибо. Что пришел. Сейчас куда в ближайшее время что-то снимаешь или едешь? Ну, поезжу по работе там, посмотрим, что из этого выйдет. Много идей, планов, цели есть, задачи ясны. Будем посмотреть, что из этого выйдет. Ну, будем посмотреть тогда.